К 2022 году Коми собирается достроить 23-километровый участок дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар-Усинск. Это Кабанты, Вис, Малая Пера. Согласно техзаданию, подрядной организации предстоит провести реконструкцию. Компания-победитель контракта Ханты-Мансийск-Дорстрой выполнит эти работы за 1 013 000 000 рублей. Покрытие двухполосной дороги предполагается сделать из щебеночно-мастичного асфальтобетона. О важности этого направления для собственного региона накануне заявил губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский. Данная автодорога, по его мнению, улучшит жизнь регионов не только с экономической точки зрения. Даже сегодня по зимникам не сильно ошибусь, скажу, что 50% семей садятся и по зимникам на своих машинах выезжают. Если такая возможность будет круглогодичная, это, конечно, существенным образом улучшит жизнь людей. И мы очень надеемся, что к 2022 году дорога появится. Другое дело, что мы очень хотим, чтобы наши коллеги из Коми все-таки ускорили строительство от Усинска до Сыктывкара, потому что для нас это крайне важно, потому что Усинск в целом тоже довольно тупиковая точка. Дальше можно сесть только на железнодорожный транспорт и куда-то уехать. Трасса Сыктывкар-Нарьян-Мар, которая должна связать Ухту, Печору и Усинск со столицами двух регионов, имеет несколько разрывов и участков с пришедшим в негодность покрытием. Постепенно их строят и восстанавливают как на территории республики, так и в Ненецком округе. Напомним, в 2017 году завершилась реконструкция 34-километрового участка трассы между сосногорскими поселками Малая Пера и Ирайоль. В 2018 построен 45-километровый участок от Ирайоля до печорского поселка Каджиром. На дороге также не хватает километрового моста через реку Печору, который по проекту собираются построить в районе поселка Усть-Уса. Отметим, строительство автодороги Сыктывкар-Усинск-Нарьян-Мар ведется в рамках концессионного соглашения и входит в состав стратегии экономического и социального развития Республики Коми до 2026 года. Добраться от Нарьян-Мара до Усинска в зимнее время возможно через временную дорогу, так называемый зимник. Но на данный момент, например, участок Нарьян-Мар-Усинск закрыт для легковых автомобилей. Как сообщили в диспетчерской подрядной организации, временная дорога открыта только для грузового транспорта и полноприводных внедорожников. Там ведутся работы по разбивке и разглаживанию снежной бровки и проливки. Актуальную информацию о состоянии зимника лучше уточнять перед выездом.